Так, добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые ознакайцы. К сожалению, эпидситуация, она усугубляется, она как если по всему миру, по всей России, Татарстану и в нашем районе. Вот вчера у нас выявился третий случай коронавируса. Мы до этого вам сообщали, что у нас была семья из 2 человек, подтвердившихся. Они позавчера были направлены в Казань, госпитализирован в город Казань. И вот вчера третий случай, это мужчина, тоже прибывший из-за границы, из Европы. Вчера у него тоже, он находился на карантине дома, он жил один, там контактов больно не было у него. И, значит, на 10-й день взяли анализы, и оказались положительными, он госпитализирован был в город Альметьевск. Госпиталь, там развернули госпиталь в Альметьевске на базе онкодиспансера, и вот его перевезли туда. Вот у нас третий случай. Сейчас устанавливаются контакты всех этих заболевших, и уже принимаются меры по дезинфекции на очагах, значит, и на карантин всех, значит, кто был в контакте. А в контакте это и сотрудники полиции, которые контролировали, это и врачи, которые медицинское наблюдение оказывали, и работники Роспотребнадзора, которые постановление вручали. Вот такие контактные, с ними вот сейчас отрабатываются меры. Мы со своей стороны принимаем меры. Значит, у нас заседает штаб ежедневно, и огромную помощь нам оказывает компания «Татнефть». Это в виде масок, они нам готовый материал дают для пошива масок. Мы из этих материалов шьем маски для волонтеров, для штаба, для сотрудников ГАИ, для ЖКХ, которые у нас занимаются уборкой помещений. Значит, выделили машину, они нам поливочную машину для дезинфекции улиц. Это где-то на прошлой неделе мы провели дезинфекцию улиц в городе Азнакаево и поселке Актубинский. Со стороны Татнефти было выдано 4 единицы машины и выделены были дезсредства. Вот сейчас мы выделили материал для пошива костюмов. Мы хотим, значит, силами волонтеров организовать пошив костюмов. Пошив масок силами волонтеров это продолжается. Костюмы мы будем, после пошива будем представлять сотрудникам Роспотребнадзора, ФГУС, медицинским работникам. Маски у нас для населения, значит, если в аптеках они отсутствуют, то организован пошив ателье, силами ателье Азнакайск-Равина. Мы адреса, телефона этих ателье вам периодически сообщали, организован пошив, и они реализуют. Следующее мероприятие – это мониторинг или контроль за карантинными больными, то есть которые прибыли из-за границы. Таких у нас уже практически не осталось, их было около 150 человек, таких уже, ну, еще раз, не осталось, но вот сейчас принято уже правительством взять на особый контроль прибывших из неблагополучных регионов России уже, не только из-за границы, а Россия, это на сегодняшний день является это Москва и Санкт-Петербург. Сегодня уже мы взяли на контроль вот людей прибывающих. Да, такие люди каждый день к нам прибывают, это наши земляки возвращаются на родину. И у меня убедительная просьба, вот, пользуясь случаем, вот те люди, которые граждане прибыли, значит, прибыли из Москвы, Подмосковья и из Санкт-Петербурга, мы просим, чтобы вы сообщили службу Роспотребнадзора или по горячей линии 71904. Мы вам там разъясним. Проявите, пожалуйста, сознательность и гражданскую ответственность. Не укрывайтесь, не скрывайтесь, не контактируйте, не общайтесь с соседями, с друзьями, с близкими. И сообщите нам, пожалуйста, мы будем принимать особые меры. И граждане тоже, если вы видите, что приехали из Москвы, значит, это родственник к соседям, я обращаюсь, тоже сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии 71904 или служба Роспотребнадзора. Работают еще блокпосты, я хотел бы несколько слов прокомментировать. Взяли на контроль, это во всех городах, это в 14 городах республики взяли на контроль заезды-выезды из города, транспортный поток контролировать, установлены блокпосты. Блокпосты, видели, уже, наверное, многие видели, это, значит, вагон-домик, это, значит, противотаранная грузовая техника, сотрудники стоят. Мы со своей стороны муниципалитета тоже выделили людей на помощь. Спасибо, благодарность сотрудникам. Действительно, погода тоже непростая здесь, и снег, и дождь. Они по 12 часов должны дежурить, вынуждены дежурить, и несут огромную нагрузку. Поэтому им огромное спасибо. Мы со своей стороны тоже помогаем блокпостам, значит, предприятия помогли, кто-то, значит, вот эти вагон-домики выделили, кто-то транспорт, кто-то, значит, биотуалеты, кто-то контейнеры, кто-то, значит, микроволновая печь, кто-то, значит, организовал горячее питание. Вот всем, кто участвует, там огромное спасибо. Они действительно очень большую работу делают, контролируют заезд-выезды. Я еще раз напоминаю,
Передвигаться, значит, можно только, если у тебя есть справка с места работы. Это значит, с места работы только те справку выдают руководитель учреждения предприятия, кому разрешено работать. Там перечень есть, не всем разрешено работать, они знают, вот эти справки на руках действительны. И то они только действительны, если от дома до работы, от работы обратно домой. То есть с этими справками разъезжать, разгуливать по городу нельзя. И второе для передвижения это СМС-разрешение. Мы об этом тоже неоднократно говорили, как получить СМС. Вот только вот эти два момента. Остальным, значит, людям не разрешается свободно передвигаться по городу, разгуливать. Поэтому работают рейды, значит, выписываются протокола, которые нарушают. Вы знаете, еще раз напомню, что это для индивидуальных лиц, для граждан от 1000 до 30 тысяч, кто нарушает вот сандэз-режим, от 30 до 50 это для индивидуальных предпринимателей, а для юридических лиц это до сотни тысяч. Поэтому ситуация непростая, еще раз напоминаю, поэтому расслабляться не надо. Во всех соседних городах уже есть подтвержденные случаи. У нас, я же повторяюсь, есть случаи, есть контактировавшие. К сожалению, мы боимся, что количество заболевших будет увеличиваться, поэтому надо соблюдать режим, как мы просили, оставаться дома, максимально оставаться дома. И, значит, на работу только должны ходить те, кому разрешено, и самое разрешается только до ближайшего магазина и до ближайшей аптеки. Все остальные, давайте мы потерпим, давайте будем беречь друг друга, своих близких, своих родственников, своих детей. Спасибо за внимание.